Игры с национальным колоритом прошли в Ингушетии. Среди спортивных дисциплин для джигитов – поднятие тяжести, верховая езда и экзамен на знание горского этикета. Все, чтобы пройти обряд посвящения в мужчины. О традиции, которой уже 4 столетия, Руслан Гусаров. К этому дню девятиклассник Хасан Илиев готовился целый год. Поднимал тяжести и практически не расставался с любимым конем Буяном. Сегодня он, Хасан, из высокогорного села Гули, докажет всем и прежде всего самому себе, что он настоящий мужчина, полноправный член горского общества. Если человек мужчина, он уже имел права участвовать в каких-то совещаниях, в сходах, ну, конечно, не как старший, но имел право голоса. Обряд посвящения в мужчины есть у многих народов Северного Кавказа. В Ингушетии считают, что их традиции как минимум 400 лет. Раз в году ингушские общества собирались на окраине сел и устраивали испытания молодым джигитам 12-15 лет. Среди главных испытаний – поднятие камня одной рукой, знание горского этикета и, конечно же, умение держаться в седле. Участники испытаний проходят мимо старейшин. Они главные судьи, которые заметят все, и кто и как умеет держать себя на людях, и чей конь более послушен хозяину. Горцевание джигитовка в кругу собравшихся даст возможность увидеть ловкость юных джигитов. А вот и первое задание. В старые времена обряд посвящения в мужчины проводился осенью после сбора урожая. При советской власти традицию утратили, но 10 лет назад обряд возродили и решили проводить его в праздник Дня Республики Ингушетия. Каждый год здесь, на окраине древнейшего башенного комплекса и памятника архитектуры Эгикал, собравшиеся на несколько часов словно попадают в другое время. Его в романе «Из тьмы веков» описал один из классиков ингушской литературы Идрис Базоркин. И сегодня многие элементы обряда посвящения в мужчины взяты именно из этого романа. Одно из главных обязательных испытаний – поднятие камня пальцами одной руки. Камень от земли сумели оторвать все юноши, и теперь у них последнее состязание – скачки. Всадники во весь опор несутся вдоль села, Хасан на своем буяне первый. Он привозит старейшинам флаг республики и первым из испытуемых получает из рук аксакала кинжал. Теперь Хасан настоящий мужчина, горец. Однако испытание перед камерой ему пока дается нелегко. Хотел кинжал? Да. Стесняться не надо, говори как есть, как душа чувствует. Руслан Гусаров, Игорь Малышев, Вадим Гончаров и Заурбек Плиев. Северокавказский центр НТВ. Башенный комплекс Эгикал, Ингушетия.